Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Время, названное одним из самых благословенных в году. Считанные часы остались до наступления месяца Рамадан. Проект Грозненского моря уже купается в славе. Особо подходы и общие республиканские проекты. В правительстве обсудили окончательный вариант по строительству спортивно-оздоровительного комплекса. В Шатойском районе республики ликвидирован лидер бандгруппы Рустам Салиев. Операцию по уничтожению Салиева Рамзан Кадыров оценил как результативную и слаженную. Всем народам за сердце Чечни. В Грозном прошел телемарафон в поддержку мечети, участвующей в конкурсе «Россия-10». Сегодня внук первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, сдал самый главный в жизни экзамен. Маленькому Ахмаду всего 7 лет, а он уже выучил Коран наизусть. Это радостное известие для мусульман в канун месяца Рамадан встретили религиозными обрядами. Они продолжаются в эти минуты в доме Кадыровых. В селение Центарой съехались богословы со всей республики. Экзаменовали юного хафиза известные богословы со всего исламского мира. Тему продолжит Ясмина Гацаева. Стать хафизом было заветным желанием маленького Ахмада, которое он загадал в сердце Чечни в день, когда привезли священные реликвии. И Всевышний услышал молитву мальчика. В канун священного месяца Рамадан старший сын главы региона готов сдать свой первый и самый ответственный экзамен в жизни. С этим значимым событием Рамзан Кадыров делится с подписчиками в Инстаграм. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Хочу сообщить вам очень радостную и важную для меня, моей семьи и нашего народа весть. Сегодня старший сын Ахмад стал хафизом. Он изучил Коран наизусть. Ахмаду всего 7 лет. У меня были намерения, если в семье появится сын, назвать его именем нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Я хотел, чтобы он стал таким же мудрым, умным, мужественным, храбрым и полезным народу и отечеству человеком, чтобы также глубоко изучил Коран. Мой отец желал, чтобы я в юности изучил Коран наизусть, но я смог только научиться свободно читать. А стать хафизом мне помешала война. Для меня было важно, чтобы мечты Ахмада Хаджи реализовал внук. И это по воле Аллаха осуществилось. Первым внука поздравила Аймани Несиевна. Бабушка подарила ему Коран, которому около 300 лет. Он принадлежал Ахмаду Хаджи Кадырову. И вот волнительные часы до экзамена Ахмад со своими младшими братьями Али и Адамом совершает сунна-намаз и повторяет последние строки священной книги. Любовь к религии, терпение, усидчивость и, конечно же, многочасовые занятия – это главное, что необходимо желающему выучить Коран наизусть. Однако поддержка родных людей имеет колоссальное значение. Благо, у Ахмада такая поддержка есть в лице старших сестер хафизов, Хутмат, которая не только знает 30 джузов на память, но и известная как исполнительница нашидов, не может скрыть своей радости за успехи старшего брата. Ширали Идиев уже несколько лет как приехал в регион и учит детей Корану. С Ахмадом он занимался чуть больше 2 лет. По его словам, этот путь без трудностей не бывает, но тяга к знаниям и желание учиться оказались сильнее. Он, альхамдулиллах, очень хороший и терпеливый. У него была очень добрая душа. И очень трудно было, когда он начинал, был у него 5 лет. Мы сперва начинали без книги. Каждый день по 2-3 аят, по 2-3 строков у Корана. Потихоньку добавили этого. 10 строков, 15, 20. Через год уже по 25, 30. До 15 это джуз у Корана мы только выучили наизусть, он без книги. 15. Через 15 после этого он начинал сам читать у Корана и наизусть.
Коран всегда был для чеченского народа главной ценностью. Его берегли и старались изучать даже в эпоху социализма. Несмотря на все трудности и опасности, грозившие за исповедание религии, чеченцы сохранили веру и любовь к Слову Всевышнего. О том, что в республике откроются школы хафизов и сотни детей смогут изучать Коран, наши предки не могли даже представить, говорит председатель Совета алимов Чеченской республики Хожамед Хаджи Кадыров. И по его словам, для их рода, который всегда стремился строго следовать исламским канонам, появление в семье еще одного хафиза – особенное событие. رمضان حاجي زوز الشلاح بوش بير شلاحتاهن دحر حافظ ديولا أحمد صرخ سيتي لنا سنخ تدخل اليدوك داحنا أحمد حاج دعوال شان دنيا جيوي أنديلا بقنق سنسلي هم بوش درتو ستي سر دولش دره تا ستي سر داله ديكش قاسه تو دحو ديقي خان كزجيوت شنو ديش غير تنبوش بولش ناهنا عربي جينش كحدوق زكير دو مخكش واحد ايق نبولش بول علم ناخ دنيا نا غرب ويلبوش بول علم ناخ بيتش متيح ورشوقات شان قرآن دقحو شور صنعو أحياز دو إيش شوقات دقحو شور شيت شوقات يارحو شور شيت شوقات شان قويت شوقات شان شي مد سبيع جوب داي بولش بر بو هش غرب ويلبوش بولو أي متش جاينش كعدوق بيتسن بو إيش دوت زامن شعونا بأخير دوتي إسا أولي جاينش دوش عشولو نا عندها حيوش عشول سادح راح أسبلخي تيتوالر يحقش الذي عندرسه خير دولش خلا إزمو خير خلا الشح أتسد قرآن عام دره سيدلش يسيلش سيلح دولش تيغن تيح أيدينا فتش حلق شوح خلق يقح قومو أيدين دولش شو منقح خيم خير بولش خلا أتقئة. Это событие значимо и для всей республики. Маленький Ахмад станет одним из хранителей Корана и будет носить строки Священного Писания в сердце. О том, что изучение книги Аллаха поистине богоугодное дело, говорится и в достоверных хадисах. Передается от Муаза, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «На того, кто выучит Коран и поступает по нему, наденут корону из нура, а его родители оденут в 2 одежды, с которыми не сравнится весь мир. И они спросят: «О Аллах, за что эти одежды?» И будет ответ: «За то, что ваше дитя учило Коран». إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بق الله أو هر قرآن دوسين أو عالش ديدو إسأل دالين يشوج أوي إس قرآن دال بايمر زمان عن عيال دين خد دشتوش تبتر دح بايمر دكتشوا تجر حياة خل بوش بولش أصحابي دقدي شو دعي هزدنا تبترش دح دقني شو غرديش دال عالش ديش حدي أنا ديل سيلح دشتول كلام دو إسه يوز يازين دشتول شو من دح أو قرديز خل دشتول يوز إديل كلام دو إسيلح دشتول قرآن دو إس القرآن دا لرديش بعن هيك دين خل بوش بولو بايمر زمان قاعدين قديني قاتش أصحابوش خل بوش بول حافش دال شيء لاش يقع خرجين بوش بولو دي لاش بوش دال القرآن شو بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا القرآن دل الأخبوه دال شا خرجين خل بوش بولشو شيء لاش يقرأ تن لاش دل لقشاي قرآن بوه دال قرآن تول دزي درش توصيله درشهم دات إديشر عبادة درش تؤير تعرف ديش إدك دال هون يازيش بس خلوج الله دال يلس من سبيقا بيش شي لاش يقع شي أهلدو شي قاسن بوش بلاش بو إز الله يلشنا صلى الله عليه وسلم شي حديش كحا خستين بوخ تاقا بارك تيسيل عن بوش بالحافش
Стать достойным звания хафиз означает огромный труд, бессонные дни и ночи, проведенные за изучением самого священного книги Аллаха. Хамзат, племянник главы региона, стал первым хафизом в семье Кадыровых. Затем наизусть Коран выучила старшая дочь Айшат. И уже через полгода экзамен перед международным жюри держала Хутмат. Теперь и 7-летний Ахмад пополнил ряды знатоков священной книги. Но можно с уверенностью сказать, что и он в семье Кадыровых еще не последний хафиз. Маленькие Али и Адам тоже скоро предстанут перед авторитетами экзаменаторами. Младшие сыновья главы региона уже выучили наизусть больше половины священного писания. И в честь такого знаменательного события в доме главы Чеченской Республики собрались богословы со всей республики. Они в едином меджлисе совершили вечерний намаз, прочитали маулид. Вечер продолжился обрядом зикр и сала. Ясмина Гацаева, Маусар Хериханов, Ибрагим Налаев. Новости. Коллектив ЧГТРК «Грозный» поздравляет семью Кадыровых с этим знаменательным событием. Сегодняшний день ознаменовался наступлением 9-го месяца исламского календаря. Это священный для всех мусульман период, месяц Рамадан. В соответствии с одним из 5 столпов ислама верующие должны поститься. Основной смысл поста в том, чтобы укрепить веру мусульманина, переосмыслить образ жизни и определить жизненные ценности. О том, как встречают благословенный месяц в Чечне, Шуди Саидов. Вот и наступил священный месяц Рамадан. Мусульмане всего мира от восхода солнца до его заката будут воздерживаться от еды и питья. Обязанность каждого мусульманина на протяжении месяца уделять большое внимание чтению Корана, совершению намаза и, конечно же, делать дуа с мольбой о покаянии у Всевышнего Аллаха. В этом году начало священного месяца выпало на 9 июля. Каждый год дата начала праздника меняется. Месяц Рамадан – это самый важный и самый почетный праздник для всех верующих мусульман во всем мире. Основной смысл поста в том, чтобы укрепить веру мусульманина, переосмыслить образ жизни, расставить жизненные приоритеты и, конечно же, духовно обогатиться путем ежедневной молитвы и воздержанием от искушений. ديل إغيتم ديل شاواتشن حقل اتسلبو خلق إبيغوش الدوز دخول دوج ديل إغيتم خلق إبيغوش بوتوها سن ديل هربوت إبيانش زامن شوح إبليس قتلوش خلا شي بعث شين شيطني بعث قتلوش خلا إذا ديرجي ديل ليش ديل إغيتم سا ديغله البوش خير بولش بوت بقار ويبش بول بول إرن بيه بام بول ولا محري بولش خلا سير داله شيطان شنبورج لشتوهي إبليس قت دوي ويجي هرمارهم وثلاريتا قنسيديتا داله كيتش بوينا. О те, кто уверовали, пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными, выполнив это божественное предписание. Рамадан – один из столпов ислама. Соблюдать его предписывается каждому мусульманину. Однако есть и исключения из правила. Пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями и люди, которые в период поста находятся в пути, могут не соблюдать предписания. В перечисленных случаях воздерживающиеся обязаны ежедневно помогать нуждающимся людям на сумму, которая тратится ими на пищу каждый день. Священный месяц Рамадан, и каждый должен быть примером, Аллахом мусульманам дан для укрепления своей веры. Марьям Душина – новообращенная русская. Для нее месяц Рамадан в этом году имеет большое значение. Студентка рассказывает, как долго она шла к исламу и что получила взамен. Очень знаменательный месяц и радостный вдвойне, так как для меня это будет первый месяц Рамадан в моей жизни. Вот, и я его намереваюсь, иншаллах, провести с мыслями о Всевышнем, с поклонением ему, с более усердным, чем в обычной жизни. Еда ведь это самая малость, что в этом месяце есть. Главное это внутренне очиститься, внутренне к нему подготовиться. Поэтому я, наоборот, очень этого жду.
В Чеченской Республике этому великому празднику уделяется большое внимание. Еще до его наступления о нем говорит все вокруг. Проводятся встречи религиозных деятелей с молодежью. Начало и конец Рамадана сопровождается праздничными проповедями в мечетях. По инициативе главы республики Рамзана Кадырова, особенно летом, сокращается рабочее время. Постящиеся во многих мечетях могут совершать разговение. وفتش قدر الأمر دو أقوى دقي ماج شها مرة دهسي تال مرة دهسي تربية مرة دهسي مخلص مرة دوش وصلي مرة دهسي مل ولا ح ديل جيش ترخدوسنا ديل أقاجورة حلوة أقل خدوسنا أقمار دوش وصلي مرة دهسي جت سو مرة قبل سنة دال ساعة يشان بوش ميل ربع على سن دال يشتغل جرا عسيل عديزي دو ديل وفتش قدر لنا أقوى نوشي شها دول ماج مرة دهسي دوشتو دو حرا وغالي واحد دو ماشجها بركوات ماشجها ماردوس دوشتو بس يجي دي خردرة هو سورنا أزواج دي دو ماشجها مرة دوستيش أدم دارج أو دي خردرة بس خدا على درش يعني أختا ماردوس دول على أخوي على دوق ماشجها ماشجها ماردوس دوشتو هو سون بوشيخ بالس على ولا دول ماشجها ماردوس دوشتو خوسي تاع دول ماشجها ماردوس دوشتو جمسح جالقة أورس متانع توت أولع جلجنع كوشلع دولا وس اسمش جها هو سورنا ماردوستيش يا ملا سوسوا أوريالش بايم مدرسة نخلص نتون كتشرخي بايم مرة كاجا ليش نخلي خدو هو سور شو ماردوستي بوشانا دلنا إشتا أكوالو أحا أقماش جنجي نوش توميو بيلجالينا إشتا متكيو بس متها إشتا مارد داست شو حبي شو يا ملا خيرش. Сегодня современному поколению гораздо проще встречать этот благословенный месяц. Для этого у них имеются все условия, ведь в прошлом о таких возможностях люди могли только мечтать. شو راديو شغل تلفزيون شغل ليكتشر شغل حياه مش بتاع مرهن زين ديش دو جلو تكشتل هوش دو هنا دينك ديش دو هنا دينك دو هوش دو بوهش إماره متبو شر مصهم تيوي وماره بت الدعل ليكتشر يش حياه مش بر بقوانس أحدثت جح مثل ليتس حق ليتس حيديغ أرخ حي كرألات حيديغ أحدق توهرت دق وتمقرش كنيو يشهوري خلق ودق نعمتي قاتشين ويدالا وين بتشح رمضان شاه مرقو بشولش وات دق بيرز مرهي بوتقب عشواتيس سنة مرهاتح وصور شوتي أري مرهادولش بتشح وين تاها إيش توي غاولش وين تهوتن وشول بتشح خل بحندولش اللي قد نحشي قوم يقع خل دوتسو От соблюдения поста организм человека очищается полностью. Богословы советуют чаще употреблять финики. Их любил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. مرحبا обычно война есть круг шуаж хор картошка морковка капуста и гумю ахар и яджижки есть основной продукт. В школе хафизов Грозного дети встретили этот месяц с радостью. Более 1000 ребят от 9 до 13 лет планируют соблюдать пост, но и для них есть свои ограничения. الوقتين جرافيك يتخذ عيوق إنسانية أما كاتشيريوش لا رسبريات يمخيس وما ربط دائما خيس لا رسبرياتك هسه عيوق أن خوبش بولشانا شوارت يا آخر يتشير المار داستا بريات خيس أو جرافيك. Во время поста по воле Аллаха люди должны быть добрее друг к другу, прощать все обиды и чаще улыбаться. Месячный пост завершается Ид-аль-Фитром, или, как его называют, Рамадан-Байрам. Этот праздник является вторым по важности для мусульман. В этот день мусульмане раздают милостыню нуждающимся, а также вспоминают близких и родных, которых нет рядом. Ид-аль-Фитр начинается в последний день поста, после того, как зайдет солнце. Праздник длится на протяжении 2 дней следующего за Рамаданом месяца. После окончания поста мусульмане всего мира поздравляют друг друга, ходят в гости и просят милости у Всевышнего Аллаха. Ведь поистине милость Всевышнего велика.
Шудин Саидов, Таймир Хаджиев, Муслим Типаев. Новости. С началом поста всех верующих поздравил муфти Чечни Султан Мирзаев. В своем обращении к мусульманам республики Мирзаев призвал всех в месяц Рамадан совершать больше благих деяний, так как именно в этот период воздаяние за них увеличивается многократно. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا برسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديلي السلام مرشحه المقوية تانا سونا بوصل نيخ بوصل بنين أرخل لتسرخ وي مخكح وي رسيح دنيا نشوح للبش والبوصل بناخ ديق البلاء سيلح بزا دالة محمد بايمر أمتخ قنخية تنبه محمد بايمر أمتن جتش لتير قمشنا إش ديق البلاء دالة محمد بايمر عليه الصلاة والسلام أمتن صوتن بايتن خيل بشبل رمضان بطوين تقاشرتا بسخلوش دالة هرمارخي بطبقل هرقابة هون لارنباء ومارخي بطح الله ديل ريزول يلش ريزول وين أستاش ريزول ديك عمرش ديك نجا وين مسرنا دال إيمان إسلام لويلة دال دنيا عالم شنده قال لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم دنيا عالمية وتعالم أخية با وتعالم إش حلقة با بما توغيتها أدم دوترك آقريخ مصو مسريخ مصو أوغذريخ هي تنبيش من متوغيط على دالة سيلح من وايتن خلوشول محمد بايمر أمتنا صوتا بلا مارخي بغبوهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم إيش تخل بوشفل إمارخي بوت يا رمضان بوت بوقيز شنين جوح ديل سيلح الله ديل سيلح دز كلام قرآن شنين جوح دوسينا وبينات من الهدى والفرقان قرآن جوح دال وين حانل دلك حانل دين حارم دلك حارم دين بقوني خارتوني ناخن إش يقصوش سيلح دين ديل دز سيلح كلام شنين جوح دوسين خل بوش والمارخي بوت بوقيز الله دال اشتخاستينا بز سيلح مارخي بوت بو رمضان بطن جوح برهي يلسمني نعش يل شو دال يلشن عليه الصلاة والسلام ورهي جوش كتن دال دعور شو كشح خل بوش بولا محمد بايبر أمتنا شا قنوش ليتينا قهي الحق الوشود سون ديشت العاسف دالو مارخي بطنش ستوشلو شيكن الشتير كوغي غوي مشتوخي هو مارخي بطنش دالا دعدو اخشتو اشتو يتسارقا دالا استدالي دوي يشوج عملي عبارات تيغ مارخ قابر خوي دوخت دوليتا لزر وش دالا يديل ريزي وش إلش ريزي وش وي أستاش أولياء شوين ريزي بوش بقل قاب مديزر لارم بما بيزر هو مارخي بيتا لارم با إيمان إسلام إحسان لوين بس خلوش دالور مارخي بطنشوا وين يحضرشوا كيج ميرز دويش دير شيطات ولا ويخيلش لدرلونش ووشش جتشنا ووشش قية بين ووشش قنتير دويل ديل ريزوا لا دولا أستعشار دالا بس خلوش دالا يهو قية محيق اللوين بس خلوش دالا مقش مارش مقش اللي مارشونز ديقر لونسا اشتا شاريز وش دا مارخي بط هون ليرم بقابة إيمان إسلام إحسان حسودا خير وي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. И сегодня глава республики встретился с муфтием Султаном Мирзаевым. Рамзан Кадыров отметил, что в благословенный месяц нужно усилить проповеди в мечетях, рассказывать о важности Рамадана и воздаянии, которое ждет мусульман за соблюдение всех предписаний во время поста. Глава региона подчеркнул, что особенно необходимо это донести до представительниц слабой половины. Также, по словам Кадырова, нет необходимости закрывать кафе и рестораны, так как в регионе проживают представители разных конфессий. Кроме того, и у некоторых мусульман есть вполне оправданные причины, из-за которых они не могут держать пост. نحن ويا بيتش دلع مارك عبيشو شوي خلدون شيء شريعة بيحت مش بوش خلو أخذ دونه ويلا ناحية دونه ويزيد شرح دونه
20 وإذا استلعتنا ويس بابي خوشنا هي دعنا يلا مرخ دعنا بوت ليرت أشي مرخ كابيش يا سحشي دعنا إيش أورثودوكس إيش سكر دعنا هي واحد لوش دعنا وقت دعنا خلي يوقف دخل دعنا ستاجر بس دوش دعنا ديك تقول دعنا يلا زدش دعنا مرخ كوبش بوصلتنا هنو الله تيس مرخ دعنا ونداش مرخ يوزد دعنا مرخ يوسها مرخ يتسها سنان تومر دان سودان ستوز مثلا شو واحد بركة الجار حوش عروس دان شوطة يتشري يعني زود قوات مش ناقل سيدان وزديوش والله بوس بالش ميلو بوس تقول تيجي يتواحد دان شو أدريك ميلو وش قلت تسن ميلو داو تسن وتتايبن شيء تقم شيء تسين حالاتك سولتن كتعالوش ساواس نوش جدان أتصل دان نقش موخي دانه تحنا ترياتي لنقش ترياتي لغاس ترياتي لأمريكا ترياتي كيشان بوش كريشوش دان زوديش دان دراسو ورد روحان دان خوش شايف خوف دان باشه تخوش يستس ترى ما رد بتدانا يتدرس دانا شش صبر دان غالب قبضيل دتسليش دان صبر دان بيلدر يالك من جان دان حتى أبو ماهر دان فلر بيرشي دان تخمرز بوش داس أخذ تهان دو كل ديبو كورت يوم تستل خلص يتشيك باش والله دان بورس تجن دار إنسان كي دان بورس تجن كتن المج زوج دليل لك دان بعول دان تعرف نيل دان زوج تجن دان خلص يشتوش عم بس دان إذا دان تعرف كذا نقول أنا بقول جشنا هي شيء يوزر ودي حلق مورش تورش تعملناش شيء يوزر لرلو أنا ودي حلق شيء ودي حلق دان حلق كده يوزر قلبه هو بتاع تحية اشتوان ده يخ هو بتاع قوش دولت سوي الحمد لله ده خاص تبوه بتاع وده دان سو دان إنوش جتليش عين عمل عباد صودقش حون شاه حون هو تعين عمل عباد شاه يالدرش دير خليج دان وين صوت أبوت خليج هو شو هالدروش هو شو تقدر ده الدروش دان ده اللي نعتبرنا وين عمل خليج وين ديري هالدان وين صوت بيوش ديري صوت ويدان عنده يمت يلس مني دنيا شاه تبنبوش ويدان دوزر ويدينا من بلش بوش ويتوع داخل خزدوش حيقل كيتم كي أولي عصود عقش تخيش لجوال يقع بوقت خليج يدوخ داخل ويدي يدوش تصور شابوه بديش شينتك بس تخلج قوم شابوه خلج دير شي زدري تجري بزبوش اللي قاعد عبخ يداخل دات الدنيا دات يغير دات هو شي دون تن ديل ده جرجلو تن ديل ده نقدرش كيتاك شي بعد عبلن دون شيء اللي كان أراب دون دار بوش كروار إز دون وين دون نيس دون كروار ديك دنيا إخر إيد دون ال دون ميلا غير بسناهي هي بوش ميلا دون نقدر دون نقدر سيفش. Здесь же Рамзан Кадыров отметил, что необходимо издать информационные брошюры, в которых подробно будет рассказано о месяце Рамадан. В них же будут призывы к родителям, чтобы они контролировали своих детей. В буклетах нужно разъяснять доступным языком о том, какое воздаяние ждет тех, кто исправился и стал на истинный путь. Число таких, по словам главы региона, растет с каждым днем. Муфти, в свою очередь, подчеркнул, что богословы усилят работу, причем не только в мечетях. رمضان شيء أمة بطبوش شيء أمة دار شيء شو حديش ليش بطبو ألا إشت يلجن دوشتو إشت هو تبوش بوش مارخي بتسي تحققي ويمخنا دز الله سيل الله دوش دين أورخ اللي تصرخ دال قصي تصرخ بوصل بنيا تصرخ إشت أحمد ديقل ولا اسمه ما الله دولة شوية وين رمضان ويمخنا دو قصيل دقا مثل دويزة تغنى هر بقوان تدول هر بقولي لي بوشي دقيق وشوش والمخ كده شيء هسمح شيء هسم شيء ديزل مس بيش داخي دقا ما ديش جناغن يحيى ديز دقا تون مدح تغلر سوق تون مدح تغلر تو بوش دكوتش تدا يحيى تشديلخ وتستعوت تربطش ونداش دالا هنا تان لامس مارخيت دينس تقول مسير التوير شوا تقول مال ديش ناخ دلاحة
لاب اشتحون قد حلر تخديق أردو تخون دقت دوشتل تاني زحال دوشتل إذا دال مغوات مارخي بتس دوشتل تخنع حيت عيش كتشن خانا إذا نشتويش بيجاتة دال مو دايو قلو مصر ماجشكح أعمال روحو ماجد قوان دا بازرشكحر مارخي بتبالة تحكي رحالة دون اشتحيق مش قيتوش ويتانا سويتسكي باتشابتو وين مغار أعمال القيم وي بوصل نهبو درش نهبو كافيش داقول ريستورانش داقول باخ وي ديسي خلدات سندل تانا إياهم تسيج سمكشو تسمغر سويرجو دلح ويت سار بيشبل حيخ موبو شاشيوشو إياهم تعناخنا بوصل ناخنا قوتش يحتا اشتعور داختا قوتش داختا ناو بحتا اشتا ديمونستراتيف لرتسويش اشتا قيلخ يوشخلر لربلر وداج بايا مرزامن جوح خل أهلو بازر احتاجوك تيشين جيم كانت سي بازر وان خليرة وتشين جيم كانت حياة تايوهم خلش مارخي بوت خليرز وتجوك تيشو توغان توشي كانت شوخين خلير بحمون يحتغيت بوصلنا مارخي بوت مبو بوصلنا يا أم يوشنوات تان حاسة هم قال يحتغيت هون ألا إشي كانت تشوفر بحندوش دال بوصل الدنيا والين دال ديق الفريز ألدو دال معوص لعب أهوى قردوه. В правительстве республики обсудили начало реализации проекта Грозненского моря. Сейчас самое время приступить к возведению спортивно-оздоровительного комплекса. Глава республики вместе с ответственными за строительство базы отдыха принял конкретные решения в отношении того или иного объекта, который должен появиться на территории курортной зоны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров начал совещание с поздравления собравшихся с наступлением месяца Рамадан, призвал совершать добрые деяния и держать пост. Ну а главной темой стало развитие туризма в республике и в частности реализация мегапроекта спортивно-оздоровительного комплекса Грозненское море. Создание таких объектов способствует развитию промышленности и экономическому росту в целом. Работы, идущие там на сегодняшний день, глава отметил как позитивные. بيش بو هم بيش بو ابو تيغا دومان من سون يوت بركل ديرس لا هو دوكو تيغا دون قاعد شلون شيء اكسبرت نكميس شلون بيتيغورس كده مصر كاش ريجون شو حابه شلون ديك دون بلاشات كيتش شو داي بلاشات كيتش دوكو تيغا دون انفسترز بو شي دون اخ فوجيت تلاش دون اسند دون وي تاع وي دي شتول شيء جدون تيغا يوسترو دون نسي شلون يوي تندل دون حقيقة. Курортная зона Грозненского моря будет включать в себя 5-звездочный отель, плавучий ресторан, лунопарк, оборудованные пляжные площадки, лодочную станцию и многое другое. На некоторых объектах уже начато строительство, для других найдены инвесторы, докладывает начальник штаба Мохаммад Эми Ахмадов. Выполнены комплексные инженерные изыскания по Грозненскому морю. На стадии завершения работы проектные решения по обустройству набережной, берегоукрепительной работы и гидротехническое сооружение, очистные и водопропускные сооружения с привлечением ЗАО «Севкав Гидровод Хоз». Разработан проект планировки территории. На стадии разработки находится генплан застройки комплекса. Определены границы участка под строительство отдельных объектов, входящих в комплекс застройки, и закреплены по инвесторам, которые в свою очередь занимаются межеванием и оформлением разрешительных документов. Разработаны эскизные проекты всех отдельных объектов, входящих в комплекс застройки. Разработан эскиз и демонстрационная версия светомузыкального фонтана. Выполнен эскизный макет комплекса, который в данный момент находится на корректировке в Москве. Выполнены проектные работы по наружным сетям. В этом направлении огромный объем работы выполнен мэрия города Грозного. На стадии завершения проектно-изыскательной работы по ресторану «Башня» выполнен в национальном архитектурном стиле. Начаты строительные работы по объектам инвесторами, гостиничный комплекс и развлекательный центр «Аква». Со своими предложениями по реализации проекта выступил генеральный директор акционерного общества «Севкав Гидровод Хоз», задействованный в строительстве. Например, по мнению Константина Носова, придется изменить русло реки Гойтинка, из которой, как предполагается, будет питаться водный оздоровительный комплекс. Река Гойтинка несет очень много илистых частиц и будет, как и до этого, до расчистки водохранилища, опять возвращаться к заилению. Даже если мы будем создавать отстойник, все равно эту отстоянные илы нужно будет механически опять доставать и куда-то ввозить. Значит, предложение мы проработали уже отвести Гойтинку напрямую в Сунжу через федеральную дорогу,
был согласован вопрос обратиться в автомобильную дорогу, чтобы они ускорили реконструкцию. На этом участке создали мост под федеральной, над Гойтенкой на федеральной дороге, что, в общем-то, позволит недорого отвести воду Гойтенка, а главное, ее илы. Министр наш спорта и все остальные, они будут делать все возможное, даже невозможно, чтобы выполнить все требования и построить там объект там без всяких там нужных, необходимых там условий. Это уже не нужно нам. Поэтому я думаю, что мы все должны учитывать в первую очередь требования. Это особый подход, да, и общий, республиканский, проект видеостон да сега да она нахтон шавиге да суда ва еще сахол да само да арва еще сахол да вот сега да хаз хлама яз условия яқти да ну қида дополнительно расширяется да что сега да ци берия салавач да берия само да еще вокуна арва вокчун волл метгош кигишна аушкет метгош да яқ да комплекс хадиш да сунде да хора мал беш по качественно беш да не на один там десятки лет там еще гарантию что он тем косом он кое на царство да вы правительство надо задач кашу да мало видно чего он бабеш вошек да сказать телефон то да он хасар бана бабеш ватсона وصل شدين كوش that's all this and that حبوا بس قلب باش بقعد ويمثل بابا نا وصل انا شيخين ده سقطت دي شو بالمن دوكيمنت ده شو تريبون سقطت حي ده منيس حسدش وقوي تشيك ده كنا ده انا تبقى كاتشن ده в это время нужно необходимо согласно чинцам حبوا العبارة دي стало конечно. Здесь же Рамзан Кадыров дал отдельное поручение по очистке русла реки Гойтинка. Кроме этого, по всей видимости, на реке поставят и гидросооружение. Очищением реки придется заниматься на уровне Министерства экологии и территориального района. Čotkedon, izadon, حسين أعادون هاي أوتوسكوس فوز بألا عليه أرادوا تسندن إذا تسندن هو الماشي شيء دون رأيهم شكلوش متى تسندن دون لردي دوش يدعى على سناخ يدي حكومة هلا خير بيخدع دون نحن تعدلنا ذكون إيه تلردي شو بس كده هون داجي أصلا شو دوش الخدات إذا دوش تيجي دون تسندن دون يتشوه دون يخي ملامك سنهو ديش دون تسندن دوش وهذا بس حاجة عاجبة وبني ما يلازم شو حاجة ورش شو نداس كده Украшением Грозненского моря станет дендропарк, а также один из самых красивых фонтанов мира в виде национального орнамента размером 200 метров в длину и 34 в ширину. По мнению Рамзана Кадырова, этот проект вместе со многими другими должен поспособствовать созданию в республике молодежного центра Кавказа. В частности, город Грозный, молодежный центр, Кавказе еще. Что уллах, традиции, обычаи, менталитет, соблюдать. Чтобы человек приезжал, получал отдых и дополнительное воспитание. Издан межрелигиозные, конфессиональные, моссу агвардон, шейдон, отношения, субординация, мухари, захуш, моссу мадуш, мелдру мадуш, хабах канчан, гейту мадуш, шевейдона, дукубабиш, бабу. Республика хочет сломать тот стереотип, который сложился о регионе в некоторых странах, и делает это достаточно успешно. Сегодня чеченские горы и пейзажи привлекают многих туристов из России и зарубежья. Для формирования имиджа Новой Чечни руководством привлекаются именитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса, но некоторым псевдодоброжелателям этого не понять. Китайч, бескачелс, американч, бескачелс, валямнич, халаванч, так сказать. Пол, туризм, дон. Вы даже хилметч, вы донадцы, вы интересно, я скажу, так сказать. Гонконг, меня хабахан, туризм, так сказать, да, именно дон. Дон.
позавчера, да, ну, вы нам халера, мы 167 лет, да, машину тиги халера. Да, вы даем луч ашвал, да, дем мушкин, да, вы قاعدة أبغى كوكازة، да, قاعدة هاللبوس ашвал, да, ويو يا روسكي يوتف ويو يلفل داوس ولا نش وعو فاس كده صار. إنت تيموتي دون لم نشكاوالي تنتجع كليب يحكيتن تنتجع أخياز الإنترنت إذا شيء ميت أني هنا أني مسلمان أن هنا مسلمان أخياز شو حشو عايش إيش مسلمان صح خطبت نازل بوجه لا مزديش باتش ني مسلمان هو اللي هو مسلمان لا مزديش بوجه إخريستيان هو إز دون شيء وير يكتن دون تو شيء كوش جعلي لا تدون أصلا مسلمان هو بوجه يا دوخر دال إذا تشون داخل ده دال نعف ألشكي بر دوخر دو شلت يا لا مزبرها دو شلت شو دانا وتيمتي هند وعلنا ونخشي شو دانا إهو يشوين درو تيمتي دانا أمريكي بيسقطش دان شيء مليون نبكلونيكش باش دان عش باش تك دان تو يحكي إنه كليب دان حاصر بو تشنيف جراح 95 ريجيون نش ماشين نش دايو شو عايش تامني وين دان أقل ليرز فلدان ريبي لخ فلدان نا وصحلاوان تيا كليب شو وصلش وين ده ديسجي عش مو ده بطريق رزقات سيشتان كاك يا دولن زربات الدينج ده كده يا يو بيدي أديل ني обязательно я убрал полностью вен дошло дешен шор эш рад яхан то лохш эш саад он гал да дош до чтон я показал нашим да обязательно я его знаешь что шриваз я до гордош дуку плюс хада جو كده أحورا نعو ديش نغال متصولي أحورا نعو ديش سوال كده دلح سون ويش سن خالد كده تانا ويمتو وينفط باهرخ ويجاز باهرخ ويات وي أحلوش دات وي كامباني دون رسني وتيشل زود يشيات وين تخن يشلك دون كورورش توريزم فتيخون كدون لبو أحلاس متى دون شو تسالي تيانت عير شو لندن تيانت عير شو وش تيانت عير شو وش بمو عير شو بس كده وبرايلن بدخل دي حق أنا ويسن خز موقت بقى برياتني موقت بس ويسن ديك عيد وش تعوز شو ده دون أحورنا دون ويدشتلهم دون سنشي بوخ بوش شيت عيرش سن دون دو تحل تعم دون وين دون نيكش دوتشتلهم دون ويديلوش داز لليل دوتر دوش داز. Развитие курортов, туризма, малого и среднего бизнеса позволит в сжатые сроки создать рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджет, привлечь инвесторов. В ходе строительства комплекса Грозненского моря уже трудоустроено несколько сот человек. В завершение встречи глава республики вновь призвал достойно пройти священный месяц Рамадан, так как этого требует ислам. Также Рамзан Кадыров объявил о своем уходе в отпуск, в связи с чем временное исполнение обязанностей возложено на председателя правительства Абубакара Эдельгериева. Магомед Езидов, Ваал Кантаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. У главы Гудермесского района теперь новый первый заместитель. Им стал Хасан Ахмадов, который до сих пор занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. О новом назначении рассказал глава республики на совещании. По словам Рамзана Кадырова, Хасан Ахмадов за время работы показал себя как ответственный, целеустремленный человек и профессионал своего дела. Рамзан Кадыров отметил, поскольку Вахан Асуханов планирует в сентябре баллотироваться в депутаты, на должность главы муниципалитета будет рекомендован Ахмадов. Hasan Doğan, Ahmadov Doğan, Tanrı gani bir zamkot Gudemesski rayon Doğan, сложный район, еще такая цыга, дошло хал, очень агил, большинство мероприятий, что он культурные, спортивные, политические, может мероприятия, что очень да, именина, Тарандона, город, район. Полин даже инвестиции Doğan, полин спорта, Тарна даже спортивный объект, что дает, что район Doğan. Коммунальный систем полностью Doğan, хитин города, дополнительные свои Doğan, та трансформатор, что он бобича Doğan, хит дали на Мосуауина Doğan, так луковый, я бывишь был главный белош Абабина Doğan, а цыга Doğan, действительно большая, большая цыга Doğan, войн главный выштик Doğan, город развивается, район развивается, белая побольше Doğan, инвестиции привлекать, ерцыге Doğan, нахан интида ерчка, юганда Doğan, город аяч Doğan, больше больше нахан. Без Doğan, Şilil, beş bejen yıl Doğan.
بشكل جدا عندي ملياردير خلفاتون باح عامل إسلاح بابل ذوق بلان терроризма دون إيش دون سيجا دون полностью دون أني نقول المسك ريون دون начальник роды سيجا зам начальник дон агентуш дон начальник поста агент дон безопасность дон не просто дон не глава района а чуч дон хакуик антвеши без шабиш арабя дон не дон دون كأحد يسبيرت نيدون دال ديال الولد أبو بكر دون حبيشي كان ديال الخبر دون أخطاء في أي دون شو نصران ويرد دون وين تغنى ويقعوا شو توشد يخش دون أعمل عجيب شو ملنا وصدو خلا خش دو تغنى ملنا وصدو خش سنزل دون دار مرات كده دون وي يشتعوا دال دي عبير كده دون دار مرات نيسوان كبوان نعمل بوابيرو На освобожденную должность заместителя руководителя администрации главы и правительства переведен Ибрагим Закриев. Ранее он работал помощником главы региона. Закриев окончил Суворовское училище, также имеет диплом госуправленца. Заместитель главы администрации Закриев Ибрагим Лахотиновый Ибрагим Суворовский высшее образование Москва получить пока Бапеш, помощник главы республики Варяд, на эту должность Хасан Бабик вместе Ибрагим Бабак Ибрагим Хабал да Беркти Боль Вад Сунай Баб Бир Буэл Уэдим туда Баба Мамад Амур перспектива Бабе Фачен перспектива ясно. В священный месяц Рамадан Чеченская республика готова встретить в чистоте. Об этом главе республики доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Лёма Магомадов. По его словам, несанкционированные мусорные свалки на территории региона ликвидированы. 10 дней, установленных Рамзаном Кадыровым на ликвидацию свалок, истекли. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Лёма Магомадов отчитывается за проделанную работу, в том числе и по программе в рамках всероссийской акции «Блогер против мусора». Сотрудниками министерства совместно с мэрией города и администрациями всех муниципалитетов проведена огромная работа по очистке несанкционированных свалок. Уходуна 20 числа дон, дон, Ахмаалар дон, год охраны среды, значит, мы, как вы сказали, и акции, 10-дневная акция, в этот год, в соответствии с президентом Российской Федерации, и был Аламат Чолдух-Чолбабина, в республике мы выявили 299 свалок. В городе Грозном только выявили 51 свалку. Бадык-Биче, в городе Грозном 51 свалок. Шой ислам Ошка, так амядина, Хадина Кабуси, Бидгл Бадуш, я с ним сам ездил, Юрин сажал живор садящий на Бабеша свалок стоял, Хадина, вместо того, чтобы 10 я убрать. Поэтому я и написал, что он, честно сказать, не должен очень такой. Министр отметил, что во всех районах с поставленной задачей справились и уложились в крайние сроки. В каждом селе ознавался представитель Варцигадона, который конкретно вместе с главой администрации ездил, проверял то, что мы выявили. В действительности, Болчобина, Сандыгар Бархалаля, Сунтаган, видно, глава администрации, начальник милиции, мы последний день провели на озере. Шикома известный цигар Муса Даяка, цигар начальник милиции Цигауэр, участковой службы Цигауэр, глава администрации Цигауэр. Рабочая группа министерств в каждом районе проводит рейды по выявлению свалок. На местах проводится разъяснительная работа. Видно, отнесся еще бело. Цердона, şimdi yurtlayan штраф, что она сүйек хабяхтана явно там свалки отсейдер. Сюда бабады бело, стигат эши свалк выявить. Судин на заявление азетан, иши бело лавяктар. Он дальше терпеть дейшо, что он сдастся, лузер саделла. Басипчится больше был, там хума хардона. Os عالم ورد ده os عالم ده لا ليش مدوش هذا الشيء سيد هم جين خدو شرده شحواش زمان شو تحلك تخد داج بقى هديك دوشنا أبريل تخد بقى أقول بدك تقول ما يبتح os مرتاح أبريل الدين ليس حسنين شو تدون شيء بقى أربع سكوريشنيك تيانتون ده سامو بيركوس سويتسك إمت حسنين أحترم تون أقول كوارت تون دقالة شيء يدندرس هدو إمني главы нашей республики, герой России Рамзана Кадырова. Из Дереча.
Вывечай, бо. Съездом определить тиндон. Съезд. Имет дона. Царь штейпен дон. Так кячи даватен дал моладон. Цигдон берж дала ишерю. Цигдона садауа меткаю. И чогос кяча шоздон. Также министр рассказал, что ведутся переговоры с Федеральным центром о массовом озеленении республики. В реализации программы будут участвовать сотрудники всех ведомств. إذا مولادونا حبور بنتي حج أولتي شق صداقة ديروش أزار شق ديرداس إنه قاعد شق ديروش هو ركوب ديتير دقل вот сколько у него есть рабочих, сколько дома детей есть, чтобы они сажали эти على интерштон. Тяги это бордац, мы сами приобретем и провезем. وخلوا دون نكتب الزواج ساعة ويبرشين دون رمضان دوتشتون. ديريسون رمضان وعشرين يهتر عساك دير دخول سندونا تنصحوشتون حياتي سرشتون ونجيتون هنز دار مقلدون حقوقندون شو أردولة دوتدون Москва хела поездыш качино хохом полностью. Хош действительно до нахана что но меткшо шаерштон. Что ю да мала харух оинс долин дона даже донинс и привлечь организации и даяк ферштон цум лидеру яштас контодон. Шабул бо бинан да шайл смерть таятан одон. Из-за чего метеоры положение поэтому да мала. Det är då så som filmet var med där för det är ju väl det så han har ju så de har ju väl de har ju så då så projekt där det måste jag då och det då så jag det krävs då jag tror så och när det jag så vad då بيحكي بودا ما معي واخد على الموضوع ده så sen det är då och det tekniken där kan då jag bara borde business då det bara inte då och så يتساوي بس رايح كتسني بوطنا ما داش هناك أيش استغلال شيء شو هربوا حمود بوشبونش. Глава республики поручил регулярно проводить массовые субботники. За чистотой на местах должны следить и сами местные жители. Nog iets свой смысл уязвали. Nog niet meer staan. Twee buurhuisjes, kerkbuurhuisjes, kerkbuurhuisjes, juurtbuurhuisjes. Juurtbuurhuisjes. Hoe zijn die doen? Jurten då. Rävon då. Mest bara en då. Det ska inte dana. Dana. Din, illa, ulla, kam, så där, då så ska så mu alltså jurta då. Det är alla bor sig här så då. Det är när då, sen bärsan, шашит. В конце встречи министр заверил, что данная работа будет проводиться регулярно. И уже сегодня Чеченская республика готова встретить в чистоте и порядке священный месяц Рамадан. Ясмина Гацаева, Шуди Саидов при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. И к другим темам дня. Лидер бандгруппы НВФ Рустам Салиев, также известный как Абу Муслим, ликвидирован. Сотрудники полиции специального назначения обнаружили его в ходе спецоперации в лесном массиве Харсиное Шатойского района. Салиев находился в федеральном розыске с 2007 года за организацию и участие в незаконных бандформированиях. По имеющейся информации, он специализировался на изготовлении взрывных устройств, причастен к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Операция проходила силами подразделений полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмада Хаджикадырова совместно с военнослужащими внутренних войск МВД России. Среди правоохранителей в ходе операции по уничтожению Салиева потерь не было. В настоящее время оперативные мероприятия по поиску участников НВФ продолжаются. И сегодня глава республики дал интервью федеральным и местным журналистам по поводу ликвидации лидера бандгруппы Рустама Салиева. Рамзан Кадыров отметил слаженные действия правоохранителей, подчеркнув, что поиски бандитов будут продолжаться до их полного уничтожения. Давно мы не находили их на территории Чеченской Республики, но появилась группа, и сразу жители наши, которые проживают именно в Шатойском районе, позвонили, сказали, что здесь есть незнакомые люди с оружием, и туда сразу уехали наши ребята. Но, к сожалению, там
У нас были потери, были ранены, погибшие. Из раненых уже у нас было общее ранено 18 человек. Из них большинство они уже находятся в строю, продолжают проводить специальные мероприятия с остальными сотрудниками. Но сегодня есть хороший результат. Так называемый главарь банды группы Чаймартановского района Салиев Рустам был убит. И дальше продолжаем специальные мероприятия. Я думаю, что в ближайшем будущем всех остальных мы уничтожим. Они хотели уйти из окружения, но начали спецподразделения совместно с Министерством внутренних дел ФСБ проводит четко запланированные мероприятия. И сегодня, когда они уничтожили этого Салиева, мы уверены, что есть еще там раненые, там среди шайтанов. Но я думаю, что в ближайшем сегодня-завтра будет известно и остальные результаты. Сегодняшнем боестолкновении потери есть? Нет, сегодня мы более подготовленно подошли. А вот почему у нас были такие потери, почему были ранены, у нас только это было контузии. Они заложили фугас, и во время подрыва были большинство на контузии. Они на второй-третий день уже вышли из строя. А сегодня они, зная где, что, и выставили засады и уничтожили именно главаря. На сегодняшний день, вчера и позавчера у нас в горах Тумкалинского района, Веденского района находится огромный поток туристов. И вот мы позавчера посчитали только гостей на 150 машин легковых, там в газелях, автобусах были гости именно в Веденском районе, вот у нас, где у нас Ветанам. Так в мертвый город Тумкалинского района было забито, были гости из Гонконга, Великобритании, и очень много туристов, люди приезжают со всей страны, и за рубежа, и немцы были, китайцы были, американцы были. Я думаю, что спокойно у нас люди отдыхают, гуляют, веселятся. Жители 7-го дома по улице Ашхабадская заселились в отремонтированный дом. Напомню, в мае этого года в многоэтажке вспыхнул пожар. Глава республики дал поручение мэру города сразу начать ремонтно-восстановительные работы и позаботился о выделении на это материальных средств из регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. Улица Ашхабадская, 7. Еще чуть больше месяца назад мало кто мог представить, что этот жилой дом в поселке Черноречье за такие короткие сроки приобретет надлежащий вид. 16 мая двухэтажную постройку охватил огонь. Потушить его пожарные не были в силах. Пострадало практически все здание. Погиб 70-летний житель. Все плохое теперь позади. Погорельцы возвращаются в родные стены. После пожара жильцы дома обратились к Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать в реконструкции зданий. Глава среагировал незамедлительно. Он дал поручение мэру города начать ремонтно-восстановительные работы. Необходимые средства были выделены из регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. Все работы контролировались мэром Грозного. Ислам Кадыров в сопровождении сотрудников городской администрации прибыл посмотреть на результат кропотливых усилий строителей. Пообщавшись с жителями дома, градоначальник осматривает комнаты. Увиденным остался доволен.
Все жители выражают огромную благодарность главе республики и Аймане Кадыровой, президенту регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова, за такой подарок, за возможность в канун священного месяца Рамадан собраться за одним столом в обновленных уютных квартирах. Алхазур Керимов, Рустам Саламов при поддержке пресс-службы мэрии города Грозный. Новости. И продолжаем. В Грозный прибыли представители Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это руководитель правозащитных и общественных организаций. В ходе визита гости посетили колонию Чернокозово, следственный изолятор в Грозном и психоневрологический центр. Обо всем по порядку. Элина Халидова. Насколько защищены интересы человека в Чеченской Республике? Это основная цель визита представителей Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека. В составе делегации руководители правозащитных и общественных организаций. Будут обсуждаться проблемы гражданского общества в России в целом и на Кавказе, на всем Кавказе, не только в Чеченской Республике. Я ожидаю откровенного разговора. Потому что вряд ли можно говорить о каких-то конкретных результатах. А обмен мнениями должен быть откровенным, честным. И я думаю, что это будет интересно. Уверен в этом. В ходе визита члены Совета Федерации начали работу сразу в 3 направлениях. Первая группа отправилась в Республиканский психоневрологический диспансер. По словам членов Совета, во многих субъектах страны сталкиваются с проблемами, когда госпитализация больного проводится в принудительной форме, или же, к примеру, лечение назначается без согласия больного. Основные проблемы, которые сейчас обычно возникают, это проблемы с принудительной госпитализацией и с определением дееспособности, недееспособности. Потому что в этой сфере часто возможно злоупотребление. Вот мы здесь как раз про эти вопросы говорили, смотрели, как, собственно говоря, решается эта проблема здесь, решается ли она по судебному решению. Убедились в том, что многих проблем, с которыми мы сталкивались в других регионах, здесь не существует просто по определению. Тем временем вторая группа правозащитников побывала в следственном изоляторе в Грозном. Интересуется, насколько объективно соблюдаются права человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики, а также вопросами медицинского освидетельствования. Всего в следственном изоляторе под стражей находится около 300 человек. Члены рабочей группы ознакомились с условиями содержания подследственных, оснащенностью кабинетов допроса, воспитательной работы и медицинского осмотра. Здесь же они смогли побеседовать и с подследственными. В общем, работа изолятора комиссии была оценена положительно, но все же мелкие недоработки и проблемы есть. Мы увидели обустроенный следственный изолятор, мы увидели достаточно высококвалифицированных сотрудников, доброжелательных, грамотных, четко представляющих те задачи, которые стоят перед ними государство. Увидели осужденных, заключенных под стражу, которые не боятся говорить свое мнение. Мы убедились, что во многих камерах отсутствуют контакты общественных наблюдательных комиссий. Но это вряд ли можно отнести к числу нарушений прав человека. Это рабочие недоработки. Третья группа делегатов отправилась в исправительную колонию в Чернокозово Наурского района. Здесь также выслушали заключенных, ознакомились с условиями их содержания и как соблюдаются их права. В общем, делегаты увиденным остались довольны. Самая важная часть визита еще впереди. Уже завтра состоится заседание Совета на тему развития гражданского общества на Северном Кавказе. В нем примут участие представители правозащитных организаций, субъектов со всего Северокавказского федерального округа. Элина Халидова, Джамиль Ахмадов. Новости. Всем народам за главную достопримечательность Чечни. Сегодня в Грозном прошел благотворительный телемарафон в поддержку центральной мечети имени Ахмада Хаджи Кадырова, которая прошла во второй тур конкурса «Россия-10». У сердца Чечни есть все шансы выйти в финал. Ровно за неделю за мечеть проголосовали более 200 тысяч человек. Тему продолжит Алхазур Керимов. С самого утра жители республики съезжаются на центральную площадь столицы. Это те люди, которые решили отдать свой голос за главное достояние республики, сердце Чечни, не только на сайте «Россия-10», но и поддержать его своим массовым участием в телемарафоне. На акцию поддержку центральной мечети имени Ахмада Хаджи Кадырова собрались тысячи жителей со всех районов. وقرها ديلت دوي داقة ويا نخشيشون دوغال تتلنا ويا حاضر بريزيدنت أهم حاجة لازم أبولتن سنتر حدود ماجد دوي هقولها دزي وينا سلاح تعامدات تنا وجلسات تلاحة
وين نيس لازم نجنا شركة تنجوز بعديشو نحقق زعيش قدم شغل مجاريع تاع شركة دوق دوش تغلح وش سمق دوش تغلح وش بح لا تغلح هذا دماغ جوجل ده تروح عن مثلا دارس. Мечеть Сердца Чечни – одна из самых больших и красивых мечетей Европы и мира. В первом туре голосования она стала несомненным лидером в конкурсе регионов Северокавказского округа. Абсолютный рекордсмен по количеству голосов как в СКФУ, так и в России в целом – 900 тысяч голосов. Для участников телемарафона организаторы подготовили концертную программу с участием звезд чеченской эстрады. Сегодняшняя акция для жителей республики стала настоящим праздником, как и сама весть, что по итогам голосования Сердце Чечни все еще в числе лидеров. Мы как один примем участие активно во втором туре и докажем, что Сердце Чечни достойно победы во всероссийском конкурсе «Россия-10». Мы, каждый, я уверен, проголосует как один за Сердце Чечни. И потому что в этом конкурсе поставлено слишком многое, самое дорогое, самое ценное, что у нас есть. Это дом Всевышнего на этой земле. Поэтому я уверен, что каждый из вас проголосует сердцем за Сердце Чечни. Да, Альберт? Теперь уже во втором туре конкурса «Россия-10» мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова находится на второй строчке из 80 участвующих объектов. Ровно за неделю мечеть набрала больше 230 тысяч голосов. По общим результатам это немногим меньше, чем число голосов за Коломенский Кремль. آمد عجلام قوش بيش قوز سندرع أجر غزة أجر دكي مجج خيل ديزال سوسون يدلر الحمد لله ثم وقويش ثم سمو أدورشة سوسنا وستي خربوا بدعو يدلر دال دقيق وقت جدا مصر دي عوديش مصر دي ديك أتو بيش حاد يحكر وليلوش بعنا شتو دال ومجج مصر لردير دوار وقن دولم باقي دربو. Проголосовать за тот или иной объект можно как на сайте 10russia.ru и «Россия-10», так и через СМС-сообщения. За Сердце Чечни голосуют и многие наши соотечественники, которые проживают за границей. ويتان غالن شلش ويتان موخ بولش شاي صباحك موخ بولش صباحك маршу юлш الحمدلله бо. Выступления официальных лиц, политиков, известных деятелей культуры и науки все призывают жителей не оставаться в стороне и активно голосовать. В ходе марафона около 22 тысяч человек одновременно отправили СМС-сообщения, отдавая свои голоса за мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова, которая является гордостью не только республики, но всей страны. Сердце Чечни вправе стать одним из символов России. Алхазур Керимов, Илясия Кубов, Луиза Юнусова, Джамиль Ахмадов. Новости. Искусственные водоемы Чеченской Республики отныне под строгим контролем Министерства сельского хозяйства. Предназначение таких водоемов – разведение рыбы. Всего в республике их насчитывается 37, 16 из которых находятся в Куларах. Туда и прибыл Муса Дадаев с инспекционной поездкой. Об увиденном Мадина Якубова. Идрис Мандиев – рыболов со стажем. Эти пруды он посещает часто. Вот и сегодня на один из них пришел отвлечься от проблем и заняться любимым делом. Удача не обошла стороной. Однако радость Идриса и хороший улов для любителей порыбачить чуть ли не единственная польза от этих вод. Арендаторы водоемов, которые обязаны содержать их в надлежащем виде, игнорируют прописанные в договоре правила. Именно этому была посвящена инспекция вице-премьера, министра сельского хозяйства Мусы Дадаева. Увиденная картина вынуждает принимать жесткие меры. وكيف بحكمش بوغل بساعة أرار ستشو يجا يحكم مش متجاز ده المغلى ويقاتم باتش دو ويشق أهلا صدوخ يوحدو حلويدك تيويت. Эти пруды находятся на балансе республиканского специализированного рыбоводческого предприятия. Всего таких водоемов по республике 37, 16 из них находятся в Куларах. Именно поэтому сюда будет направлено основное внимание. Первые шаги для исправления ситуации уже предприняты ранее. Сайд Ахмед Мудаев более недели назад был назначен новым генеральным директором рыбоводческого предприятия. Это достаточный срок, чтобы хотя бы начать очистку прилегающей к водоемам территории, отмечает министр. элементарно дольше я кефт ма короче окерна короче там да короче кефт ма металли что вы сказали примерно художественно техника как шадзинки сан футбол беш нахер бухадак дирвож ма вот еще ходут хан يخلق اريا
Рыболовство – одно из отраслей сельского хозяйства, для развития которой в республике есть все условия. Учитывая возможности наших водоемов, рыбоводческие предприятия смогли бы поставлять на внутренний рынок до 45 тонн продукции. Почему этого не происходит – главный вопрос. Я сегодня тебе доверяю, особенно участок в очень плачевном состоянии. Я по ФЦП восстановительную алгоритм сюда, в помещение, еще оборудование, коллектор. Сона, я предприятие, Кетчин, Цен, Хази, да, хайя инвестировать пеш, восстанавливать. Я говорю, возможно, было бы. Глубина искусственных водоемов по нормативам должна быть не менее 3 метров. Водные объекты в Грозинском районе соответствуют этим цифрам только наполовину. Это неблагоприятные условия для разведения рыбы, говорят специалисты. Чтобы очистить пруды от ила, придется их сначала высушить и привести в соответствие с нормами. Мадина Якубова, Хамзат Аюбов, Халид Маусаев, Ислам Бакаров. Новости. Отдыхающих на курорте Серноводск-Кавказский с каждым годом становится все больше, соответственно, расширяется и сама зона отдыха. Совсем скоро новый 7-этажный корпус сможет принять до 250 посетителей. Все подробности у Ахмеда Джабраилова. Строительство нового корпуса республиканского санатория Серноводск-Кавказский началось в июле 2010 года. За это время возвели 7-этажное здание. На данный момент здесь задействовано более 150 рабочих. Новый корпус после открытия сможет принять 250 человек. Необходимые условия для полноценного отдыха тоже созданы. Бассейн, сауна, лечебные ванны и многое другое. Бассейн 7 на 10 размеров. Бассейн для отдыхающих. Сауна, бассейн, подогрев. Основные работы здесь завершены. По словам строителей, объект будет готов уже к концу года. Отопление, канализация, водопровод, шайк, сатер, Курорт Серноводск-Кавказский всегда славился целебными водами и живописной местностью. Сюда еще в советское время приезжали со всех уголков страны на отдых и лечение. И для района, и для республики в целом это дополнительные рабочие места и дополнительный доход в бюджет республики, также и местное самоуправление. И надо отметить, что темпы строительства курорта, благодаря главе нашей республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову, ведется в 3 смены. Серноводск готов вернуть себе былую славу. Приезжих из различных регионов России становится с каждым днем все больше. Возможно, по завершению этого корпуса придется начать строительство еще одного. Ахмед Джабраилов, Тамир Хаджиев и Тамерлан Арсанукаев. Новости. Второй отчетный концерт музыкального проекта «Дека-Сеназ» прошел в Государственном концертном зале. Проект направлен на развитие творческой молодежи, а также на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством вокального и музыкального искусства. На сегодняшнем концерте на выбывание выбраны 6 номинантов. Одного спасли участники проекта, за второго свой голос отдала директор филармонии Тамара Денильханова, она же руководитель проекта. Ну а третьего участника могут спасти зрители путем СМС-голосования в течение этой недели. За подробностями проекта следите на канале Грозный. От Терека до Эльбы дубль-2. К выходу в свет готовят новую книгу о воспоминаниях героя Советского Союза Маулида Висаитова. В первую версию книги, изданную в 60-х, вошли не все подробности Великой Отечественной, описанные Висаитовым. Как известно, тогда признавать заслуги чеченцев в войне было под запретом. С новыми, пока еще неизвестными для читателя деталями ознакомилась Лариса Салтыкиева. Воспоминания бывшего командира 25-го гвардейского полка. С этих слов начинается книга Маулида Висаитова «От Терека до Эльбы». В ней автор изложил то, что забыть невозможно. Весь свой фронтовой путь, начиная от формирования чечено-ингушского кавалерийского полка в 41-м и заканчивая победоносным выходом на Эльбу в 45-м. Однако не все строки Висаитова попали в книгу. В 60-е, когда еще свежа была память о депортации чеченцев, которых назвали изменниками Родины, признавать их подвиги никто не спешил. Вот я помню эту первую партию книги. Значит, эта книга была с его портретом. Вот сразу книга открывалась с его портретом. Значит, во всех регалиях. Там был и орден почетного легиона, американский, высший американский орден.
Вот. И вот поэтому, наверное, и сняли, убрали, значит. Вот мы сейчас имеем книгу, которая тогда вышла так, без этой фотографии. От 400 страниц, подготовленных к изданию, в свет вышло всего 124. Письма, фотографии и целые главы воспоминаний просто выкинули. Дочь Маулида Висеитова помнит практически всех фронтовых товарищей отца. Они были частыми гостями в доме, говорит Медина. Приезжали практически со всех уголков страны. Я помню, в детстве постучались, позвонили в дверь, и казак появился, старый, с бородой седой, в папахе, в черкеске. Они же кавалеристы были. И это самое. И говорит, приехал я, батя, к вам, чтобы посмотреть перед концом жизни, чтобы вас обнять, поблагодарить за такую заботу отеческую, хотя он был старше отца намного. Но вот это просто говорит о том, что они его страшно все любили, боготворили. Сейчас в типографии Грозного к изданию готовится новая версия книги, более объемная и содержательная. На ней трудятся сразу несколько редакторов. Главная их цель – внести в издание все сохранившиеся материалы. Некоторые материалы были взяты из Краеведческого музея. Мы обратились в музей имени Арби Мамакаева. Эдуард Мамакаев с удовольствием нам представил некоторые материалы. Также большой материал нам представила дочь Висеитова. Вот этот материал у нас перед нами. Это фотографии разных лет, послевоенные открытки. Книга – важный исторический документ, отмечают редакторы. Необходимо использовать все средства, чтобы новая версия стала максимально содержательной. И тут может пригодиться помощь любого. На этой фотографии изображены ветераны войны, которые сражались вместе с Маулидом Алилуевичем Висеитовым. Некоторые из этих лиц нам неизвестны. Поэтому у нас есть просьба к родственникам, знакомым, тех, кого мы не знаем, помочь нам установить этих лиц. Это очень важно для истории. Героизм тех, кто сражался насмерть, подвиги, которые не оценили и предали забвению. Все это будет отражено в переизданной книге Маулида Висеитова «От Терека до Эльбы». Вот это заготовка будущей книги, которую еще предстоит дополнить некоторыми материалами. Как утверждают издатели, книга выйдет в свет уже в конце этого месяца. Лариса Салтыкиева, Ильяс Якубов, новости. И в конце выпуска вновь напомню об участии «Сердца Чечни» во всероссийском конкурсе «Россия-10». Поддержать мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова вы можете, отдав свой голос на сайте 10Russia.ru или отправив СМС с текстом на 31 на номер 1880. У меня на этом все. От лица сотрудников нашей телерадиокомпании поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан. Марнушкаба, Дас Далмокшал, Иман Лойл, коротайте дни поста с телеканалом Грозный.